Добрый день, меня зовут Альберт Шакиров, и я приветствую вас на Минбаре истории. Мы продолжаем наше путешествие по Заказанскому краю. Напомню, что исторический и этнографический термин «заказание» включает в себя северные районы Республики Татарстан. Ну а сегодня мы будем изучать историю знаменательных мечетей и медресе Сабинского района. Сабинский район занимает территорию в 1100 квадратных километров, а его центр, поселок городского типа Богатые Сабы, находится в 98 километрах от города Казань. На территории района насчитывается 52 мечети, 96% населения составляют татары. Таким образом, Сабы являются типичным заказанским районом как по составу населения, истории, так и по архитектуре. 1841 жылда бұл бинаны Ғабдраким улы Ғабдрашид Юнусов салдыра. Ул Соба байы Аблаков Бикшентай кызына үйленгәнлектән бу мәчетне бүләк итеп салдыра. Бу мәчет салдыру 45 мең сумга төшә. Ул заманына күрә инде бик зур сумма була. Бу гыйбадәтхананы салдыручы киләчәктә Соба кала булырга тиеш дигән фикер белән ул аны Петербург архитекторыннан төзеттерә. Кирпичная, двухэтажная, соборная мечеть села Богатые Сабы является классической двухзальной мечетью с минаретом в середине крыши. Толстая поперечная стена делит весь объем, двухэтажный объем, на 4 части. Любопытно, что уже на этапе строительства помещения на первом этаже данного здания были отведены под магазины и склады товаров. И их потолки представляли собой крестообразные своды. На втором этаже находились и находятся 2 молельных зала и вестибюль. Молельные залы разделены такой же толстой поперечной стеной, внутри которой находилась и находится лестница на минарет. На южном фасаде мечети находится прямоугольный михраб. Обратите внимание, такую планировку, архитектуру и интерьерные решения мы могли наблюдать в других заказанских мечетях. Это мы видели в селе Тошкичу и в селе Нижнее Березке. Прямоугольные формы мечетей, акустические порталы в стенах, своды – не просто общие декоративные элементы, а эффективные решения улучшения акустики. Наличие кирпичных сводов в молельных залах мечети практически никак не заметно внешне. Все-таки речь идет о сводах, а не о куполе. Но если присмотреться, особенно с высоты птичьего полета, мы увидим четырехскатную крышу, которая повторяет линии сводов. Шулай ук әле мәчетебезнең кирпич гөмбәзе дә булган була, ләкин аны 50нче елларда җылылык өчен утын күп кирәк дигән сылтау белән сүттерәләр. Инде менә 90нчы еллар уртасында бу мәчетебез өр-яңадан реставрацияләнә һәм 1995 елның 6 октябрендә ул җомга көн була. Безнең кабат шушы мәчетебезгә манара күтәртелә һәм инде ул безнең дин тотышларга тапшырыла. Инде менә 25 ел дәвамында шушы мәчетебез янәдән элеккечә газиз халкына хезмәт итә. Перемещаемся на следующую точку нашего маршрута – село Евлаштау, которое находится в 15 километрах от Богатых Сабов. Это село привлекло нас своей мечетью, ярким примером деревянной культовой архитектуры Заказания. Первые сведения о селе Евлаштау относятся к 1678 году. В дореволюционных источниках село упоминается под названиями Евлашево и Евластово. В XVIII-XIX веках жители данного села относятся к категории государственных крестьян. Также сохранились сведения о наиболее старинной, известной, зафиксированной мечети данного села. Год ее строительства указывается 1871. О других, более ранних старинных мечетей сведений пока не найдено. Бұл мәчеткә 1925 елдан билгеле яңа мәчет салынган шушы яңаннан соң. Моны 3 тапкыр яндыралар шушы мәчетне.
Салалар, байлар, авылның нелері яңадан яндыралар. Яңаннан соң халық уйланала да Мамадышқа кетелер. Мамадышта езге сұрарға, нишләргә? Сіз де айырым кіші салмағыз, бүтін ауылдан жиып, һәрбір кішіден икішәр бүренә жиып, менә бүгінгі күнде шушы мәчетне салып чыгалар. Әлхәмдүлиллә, менә 95 ел, 100 ел була. Шушы мәчет нәкъ шушы урында, бердән-бер киселмәгән манарасы белән. 95 еллыгы булды инде хәзер шушы манараның да. Ни өчен кисе алмыйча калалар аны? Ничек саклап? Авыл халкы бик бердән була. Минем әби 5-нче елгы, 1905 елгы, ул сөйләде инде шушы мәчет янында бакчада төннәр буе сакладык без сәнәкләр белән ди. Кичәргә килгәннәр, 2-3 тапкыр җыенганнар, кистермәгәннәр. Берсендә шушы авылның бер җегеткә нитәләр кисәргә. Моның әтисе бау алып манарага менеп китә. Син манараны кис, мин шунда асылынып бергә манара белән бергә алып төшәм дип куркыта да малайын сеп китә авылдан ук. Шуннан соң килгән кешеләр төнне куналар монда каравыл өендә. Авыл таралсын инде халык, аннан соң кисәрбез дип. Ничектер ул көнне таралмый халык, икенче көнне эштә торалар, ярар әйдә кистек дип әйтербез дип, шушы үзебезнең каршыдагы таудан ат белән Балташ ягына ат белән китәләр. Алай да әбиләр әле алмашлап торадыр, 3 көн буе каравыл өендә ди, манараны кистермәскә авыл халкы белән. Бөтен халык җылый ди. Без ди монда кыямәт көне җитте дип манара кискәне бик авыр кичереп ди. Кистермичә калганнар бит, менә Аллага шөкер. Это особенная мечеть. Она была построена в 1922 году. Но особенность этой мечети заключается не только в ее возрасте, не только в том, что она является памятником архитектуры и охраняется государством. Деревянная мечеть села Евлаштау является единственной мечетью Сабинского района, у которой не спилен минарет даже в самые ярые 30-е годы. Жители этого села сохранили свою мечеть и буквально ее охраняли. У нее особенная конструкция минарета, об этом мы поговорим чуть попозже. Но при всех ее особенных чертах обратите внимание, что она такая же классическая, двухзальная, несмотря на то, что она одноэтажная. И у нее минарет точно так же находится в середине крыши. Хотя я по образованию архитектор, но очень сложно представить все нюансы, все детали, сопряжений и как вся эта нагрузка, а это же не просто вес, это ветровая нагрузка еще, да? Вот, потому что минарет довольно-таки высокий. Вот. Как там все устроено? И я вообще был поражен на самом деле вот этой вот инженерной мыслью, гениальностью, да, тех зодчих, тех плотников, тех мастеров, которые вообще делали, да, подобные вещи. Да, там идет как бы перераспределение нагрузок, там идет диагонали, там понятно, что в самом срубе есть усиление, они там перераспределяются через наружные стены. То есть посередине там нет столбов, нет каких-то вот этих вот опорных, да, конструкций, потому что нужен был открытый зал для большого количества, да, прихожан. Вот. Но все эти конструкции, их наглядно, конечно, можно посмотреть на макете. Так вот, словами очень сложно объяснить. Манарага менсәк, анда уже эскаваза юк, кадак та юк. Беркетеп барганнар гел агачны тишеп, сүй белән беркетелгән. Менгәннәр шулай ясап. Хикмәтле балтасталары булган идек. Бүгенге көндә тора бит менә. Җилгә, давылга да бер нәрсәгә бирешмәй. Алхамдулилла, Аллага шөкер. Еще один уникальный образец каменного зодчества находится в селе Сатышево Сабинского района. Село основано в 17 веке, а к началу 20 века здесь уже насчитывалось около 2000 жителей. Несомненно, Сатышево того периода является более крупным и обеспеченным населенным пунктом по сравнению с Евлаштау. Однако у этих сел есть и общие печальные страницы истории.
Первая соборная мечеть Сатышева тоже горела. Да, в 1907 году эта мечеть полностью сгорает, первая мечеть. И в то время люди села Сатышева, односельчане наши, выходят с рапортом о постройке новой мечети. И в то время новая мечеть строится. Медресе в селе Сатышево известно с конца XVIII века, а непосредственно вот это каменное здание является памятником архитектуры XIX века. Это одноэтажное кирпичное здание так называемого бухарского типа. Таким образом, медресе в селе Сатышево являлось одним из наиболее красивых и авторитетных учебных заведений того времени. А к началу XX века оно являлось еще и одним из наиболее крупных медресе этого края, потому что в тот период здесь обучалось около 400 шакирдов. Вообще для татарского села XIX века вот такие каменные постройки, речь идет именно о медресе, были нетипичными. Все-таки более классическая форма – это типовые деревянные сооружения. Но во многом именно благодаря тому, что здание было построено из камня, оно сохранилось до наших дней. И то мы видим только его первый этаж. Это основное здание, еще были здания. Получается, в середине XIX века были 3 деревянных здания, а в начале XX века был уже комплекс школ из 7 зданий построено. Сейчас основное здание медресе служит музеем. Каменное здание представляет собой вытянутый прямоугольник, разделенный поперечной стеной на 2 равные части. А вот второй этаж медресе можно лицезреть только в виде музейного макета. Большинство зданий в Казани, в том числе, оно имело как раз нижний кирпичный этаж и верхний сруб надстраивался. Скорее всего, это было связано с тем, что в подтопляемых местах, ну, в весеннем половодье, в подтопляемых местах для более долговечности конструкции нижний этаж строили из кирпича. Кирпич был, конечно, дороже, проще было из сруба построить, поэтому на это кирпичное основание возводили второй, третий могли возводить этажи из сруба. Такая же конструкция выполнена и в Сатышево медресе. А это медресе, оно, нижний этаж сохранился, он находится как раз рядом с рекой, которая, возможно, в половодье, в весеннее, река выходила из берегов и немножечко подтапливала. Сатышевское медресе было академистским учебным заведением, так называемым медресе старого толка. Инспектор народных училищ Мамадышского уезда в своем донесении от 1912 года сообщал: программ учебников не имеют, а обучают по азбуке на татарском языке, покупаемой в городе Казани в книжном магазине братьев Каримовых. Такая специфика преподавания сейчас может показаться очень отсталой. Это, конечно, стереотип, потому что абсолютное большинство медресе было все-таки академическими. И джадидистскими, популярность джадидистских медресе, она возросла только в начале 20 века. Это было связано прежде всего со светскими предметами, которые там преподавали и которые могли помочь новым прогрессивным мусульманам в овладении светскими специальностями. Прежде всего учительской специальностью, куда большинство мусульман старалось поступить и закрепиться. Само же медресе было всегда, академическое медресе было связано с преподавателем. То есть если сейчас в 20 веке или в 20 веке, 21 веке мы связываем учебное заведение прежде всего со зданием, то тогда это всегда был учитель. То есть какое-то медресе могло быть популярным, когда был там очень авторитетный преподаватель, и в то же время уже через пару лет там могло не остаться практически никого, потому что этот учитель ушел или умер или и так далее. Вот с этим была связана популярность и Сатышевского медресе, потому что там была постоянная смена поколений.
тех, кто учил, и те, у кого учились. Пользуясь случаем наличия в музее такого детализованного макета, хотел вкратце ознакомить вас с организацией жизни внутри медресе. День шакирда начинался в 8 часов утра и с 8 часов до 12 часов дня, то есть до полуденной молитвы, шакирды занимались обучением. После полуденной молитвы шакирды начинали готовку, то есть у них было личное время, и несмотря на то, что подобные здания строились на общественные деньги или на пожертвования купцов, вся дальнейшая жизнь медресе во многом была предоставлена самим шакирдам, то есть они сами ухаживали за собой, сами готовили себе пищу, и за обучение, например, они могли привозить в медресе, в свое учебное заведение, дрова, керосин и все вот такие необходимые, так скажем, расходники. После приема пищи, вот это вот личное время, оно продолжается до 16 часов дня. С 4 часов начинается вечернее занятие, и, как правило, в этот момент сюда приходит мулла именно той мечети, к которой относится непосредственно медресе. Эти вечерние занятия продолжаются до 9 часов вечера, и только после этого шакирды ужинают и ложатся спать. Ну, здесь как бы не было общей системы, была система заучивания, как вы знаете, характерная для академического направления. МКТБ – это низшая ступень, она определяется, то есть тут учили счет, тут учили письмо, какие-то выучивали определенные аяты, то есть символ веры, естественно, да, вот иман шарта так называемый, да, он в полной мере заучивался и так далее. Дальше переходили в мадресе. В мадресе тоже как бы все преподавалось, все преподавание велось, было связано, вернее сказать, с квалификацией шакирда, да? То есть если он был способный, то обучение шло быстрее. Это видел преподаватель, да, он, естественно, мог с ним заниматься и отдельно, и поднимать его вне возраста. Ну, чтобы понять, что такое мадресе, нужно понимать, что в одном классе могли учиться и 10-летний ребенок, и 40-летний мужчина, да, то есть это все зависело от уровня знаний. Что касается образования, то оно строилось на книгах, то есть пока не изучится одна книга, да, по какому-то направлению, это или сарф, или наху, или фикх, да, арабский, вот, собственно говоря, то есть связанные с арабским языком, с правом, с Кораном, да, с жизнью пророка Мухаммеда. Вот все эти направления, они изучались по книгам, то есть заканчивалась книга, переходили к следующей книге. То есть изучение такое шло, было направлено и на заучивание, и на понимание предмета. Нужно заметить, что постоянных учеников в медресе было немного. Большая часть приезжала в медресе недели 3 на 4, а затем снова уезжала домой на определенный срок. Такой порядок, конечно же, сказался и на интерьере здания. В принципе, мы брали как за основу интерьер татарского дома, как раз вот из этой книги Тартарика, она там очень хорошо представлена. Но особенность интерьера медресе, в отличие от татарского дома, в том, что там жили шакирды, то есть, соответственно, интерьеры вот этих спальных комнат, они были более универсальными. Они там, скорее всего, и спали, и учились, то есть проходили у них там занятия. Ну, то есть вот это вот секе, который идет по периметру комнаты, где штабелями, можно сказать, спали, да, шакирды, это... У каждого шакирда было свое имущество, да, то есть были какие-то личные вещи, и они хранились в сундуках. То есть еще было много сундуков, вот, много каких-то полок, где постельное белье хранилось, да, во время занятий. Вот. И включая вот все эти функции, обрабатывая их, продумывая их, да, связывая их с интерьером именно татарского дома, мы пришли именно к вот такой визуализации этого макета. Нередко уровень благоустройства медресе был низким. Медресе состояла обыкновенно из одного большого четырехстенного деревянного дома или из нескольких маленьких домов.
В этом плане медресе Сатышева также выгодно отличается среди других. Однозначно не было столов в татарских интерьерах, однозначно не было стульев, часов, да, это такие пришедшие, позаимствованные вещи. Вот. Даже интересен тот факт, что, например, благосостоятельные татары в свои дома покупали столы и стулья, ну, там, приезжая в город, да, часы очень сильно любили, но за этими столами не сидели. Все равно они продолжали сидеть на сяке, вот, там же и обедать. То есть это вот такой, как бы, пришедший, скорее всего, из какой-то из юрты, да, из вот этой культуры. Вот. Очень, очень просто интересные, как бы, факты я для себя пометил. И интересные вещи связаны с татарской печью, да. То есть она отличается от русской в том, что там есть казан, есть множество ниш для кумганов, для подогрева воды. То есть все эти моменты мы тоже учитывали. То есть я очень много информации почитал про печи, про их трансформацию, как они эволюционировали, как они пришли именно к такому внешнему виду. То есть была очень интересная, как бы, такая исторический анализ и работа, связанная с узнаванием вообще, как бы, такой истории возникновения тех или иных вещей. Любопытно, что первая соборная мечеть села Сатышева была построена в 1865 году. До этого времени богослужения проходили, очевидно, в одном из нескольких зданий медресе села Сатышева, на что указывает донесение Мамадышского уездного исправника. Содержание этого донесения открывает еще одну интересную страницу в истории медресе. В 1903 году инспектор народных училищ Мамадышского уезда Казанской губернии Гусев посетил Сатышевское медресе с проверкой. И он обнаружил, что кроме учебных изданий, кроме книг, которые были утверждены русской цензурой, в медресе шакирды пользуются многочисленными рукописями и книгами, изданными за границей, в том числе и в Турции. Он указал мулле на этот недостаток, напомнил про цензуру, на что мулла с удивлением заметил, что издревле в Сатышевском медресе, где обучались многие муллы всего окрестного края, обучались именно по данной методике. И в Сатышевском медресе всегда делался особый упор именно на рукописи тех людей, которые являются устазами, наставниками. Здесь вот эти вот связи, преемственность знаний всегда носила особый значимый характер. После этих слов, после этой мирной беседы, на удивление, инспектор Гусев ничем не возразил, не выписал никаких постановлений, одной из причин или предпосылкой к решению данной щепетильной ситуации послужила чашка чая, которую мулла предложил инспектору, а тот с благодарностью принял угощение. Известно, что в 1874 году в селе Сатышево должна была открыться татарская школа для обучения детей русской грамоте. Однако народ хорошо помнил времена насильственной христианизации и все русское воспринимал в штыки. Действительно, возникает у нас такой законодательный акт, который предписывает при медресе открытие русских классов. В 1874 году такое же постановление принимается по Сатышевскому медресе, но оно действительно встречается в штыки. Сюда приезжают преподаватель миссионерский класс, сюда приезжает Мамадышский уездный исправник, то есть, говоря современным языком, это начальник местного МВД, для того, чтобы разобраться в ситуации. Но система Российской империи была основана так, что это могло быть только добровольным. Да? То есть если население не хочет, в принципе, никто не хотел никаких восстаний и так далее, потому что это отразилось бы на отчетности, как вы понимаете, и вообще ничего хорошего в этом не было бы. И естественно, уездные исправники это понимали и в своих рапортах это отмечали, что не от имамов это исходит, а от, как они писали, того, что народ очень фанатичен. Действительно, народ не хотел и не пустил. В завершение вернемся к вопросу эффективности академистского медресе, коим являлась медресе в селе Сатышево. Дело в том, что в конце XIX века в мусульманском обществе стала произрастать неудовлетворенность системой образования. Причины этой неудовлетворенности таились не столько в системе образования, сколько в униженном общественно-политическом положении мусульманского населения России.
Лидирующий слой, каковым прежде являлось духовенство, серьезно влиять на изменение статуса мусульман не могло. Но это не означает, что такие медресе, как в Сатышево, не способствовали воспитанию, образованию и просвещению народа. Их слава всегда говорит сама за себя. Заметьте, сегодня мы успели окунуться в историю одного из наиболее известных медресе и коротко рассказать вам о 2 из 52 мечетей Сабинского района Республики Татарстан. А это значит, что с минбара истории еще не раз донесется. Сегодня мы снова в Сабинском районе. До новых встреч!